Россия отмечает День зимних видов спорта. Праздник проводится с 2015 года, с даты начала Олимпийских игр в Сочи. Для алданцев это очень значимый день. Зимний спорт в Южной Якутии чрезвычайно популярен. На лыжи хотя бы один раз в жизни вставал каждый. Наряду с существующими видами спорта развитие получают и новые. Какие, расскажет Татьяна Вахнина. Спринт и классика, свободный стиль и неспешные прогулки. Хотя бы раз на трассах бывал каждый. Популярность зимних видов спорта не ослабевает. По массовости первое место занимают лыжные гонки. Наряду с центром подготовки лыжников в районе действуют отдельные секции и базы. Много лет в Южно-Якутском уголке учебные тренировки проводят звезды мирового уровня. Пройтись на лыжах в выходные любят и взрослые, и дети. По сложившейся ситуации в нашем районе наиболее популярными у нас, в принципе, считаются сейчас лыжные гонки. Там у нас больше всего народу занимается. Вполне вероятно, в алданский календарь соревнований 4-й спартакиады зимних видов спорта, которая пройдет в марте 2020-го, будет включен сноуборд. Этот вид спорта получит мощное развитие. На Радиогоре, близ гоночных трасс, появится горнолыжный спуск. Строительство подошло к финальной стадии. В этом году спуск будет оборудован подъемником. Готовы будем принимать всех любителей горнолыжного спорта, сноуборда в Алданском районе, в городе Алдан. Вся необходимая инфраструктура для этого есть. Любимым местом активного отдыха остается каток. Завсегдатаи ледовых забав преимущественно дети. Впрочем, взрослые, приходя на каток, с не меньшим задором коньками звучно режут лед. У мужчин пользуется популярностью хоккей с шайбой. На выходных районные команды сходятся на льду в нешуточных битвах. У нас мороз, свыше 30 играть невозможно, либо у нас тепло и снег идет. То есть, тоже каток в снег не зальешь. То есть, поэтому и нет никакого развития детского хоккея. Потому что дети в такой мороз играть, на открытом воздухе не будут. В Алдане действуют несколько открытых зимних площадок для игры в хоккей с шайбой и катания на коньках, а в будущем в городе появится Ледовый дворец. Он будет построен на основе государственно-частного партнерства. Финансовое бремя строительства республика разделит с компанией «Газпром». По социальному партнерству между республикой и «Газпромом» будет строиться ряд объектов, и в том числе в Алданском районе будет построен по последнему решению Ледовый дворец. Возведение новых объектов и строительство спортивных сооружений дает мощный стимул к развитию существующих и появлению новых зимних видов спорта. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.